Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Салам маршал душвег усур бежижи. Ариенс мелоч. Речка, салам маршалду. Здравствуйте, друзья мои. Сегодня хотелось бы рассмотреть весьма интересные археологические факты. Если ученый не является специалистом или не имеет знания, скажем так, обширные в разных областях науки, то это достаточно сложно объяснить найденный артефакт. Вот у нас сегодня мы рассмотрим литературу, в которой указаны все те артефакты, которые были найдены. И, допустим, что вижу я? Ученые не могут объяснить происхождение, назначение некоторых предметов. Но если есть какие-то знания, то что можно увидеть? Я буду по ходу еще и комментировать. Я снял ролик, и сейчас этот свой собственный ролик я прокомментирую и делаю какие-нибудь ставки. Ну а вы, я думаю, если вы еще не подписаны, то подпишитесь. Тем самым вы мне поможете в развитии канала. И поспорьте, докажите обратное, где я не прав. Но если я прав, то, конечно, я бы в комментариях хотел бы получить поддержку. Конструктивный диалог гораздо лучше, чем деструктивный. То есть критикуйте, не переходя границы, дозволенные Аллахом. Ну что ж, поехали. Друзья мои, сегодня рассмотрим интересные материалы, которые доказывают, что древние чеченцы знали математику, самое главное число пи, и у них был календарь. Книга называется «Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа». Отпечатана Министерством культуры Ставропольского края. Я бы хотел, конечно, чтобы Министерство культуры Чеченской Республики, я бы ее издала, повторно получила разрешение Валентина Ивановна. Валентина Ивановна Казинкова написала. Книга называется «У истоков горского менталитета. Могильник эпохи поздних бронзы, раннего железа, аула Сержан-Юр, Чечня». Подарила мне ее непосредственно Валентина Ивановна Казинкова. Вот она, вот ее подпись. Эти исторические данные найдены, скажем так, вот в этом районе. Это центральная улица Наведено. Вот здесь идет. И вот вам поворот. То есть это дорога в Шали. Я просто как карту рассказываю. И вот здесь два холма убежища. Сержан-Юрское городище 1, 2. Здесь были могилы и еще одно здание найдено. Как мы знаем, здесь было и литейное, и гончарное, то есть полностью производство. Фактически это был город. Это раскопки сделали фактически в городище. Этому городищу 3100 лет верхняя планка. И в этом же городище найдены культурные слои, говорящие о том, что здесь было еще поселение 5000 лет назад. Естественно, сам город располагался в окрестностях. Это были поселки-убежища, то есть в случае военных действий. И датировка их, посмотрите, пожалуйста, я не знаю, вам видно или нет. Возможно, видно. Кто захочет, тот приблизит. Полученные результаты серии образцов радиокарбонного анализа и слоя Сержан-Юрского поселения, согласно крупного 1967 года, страница 17, не противоречит периодизации и абсолютным датам, установленным для материалов обычным сравнительным способом. 1190 плюс-минус 95 лет до нашей эры. 940 плюс-минус 75 лет до нашей эры, 910 лет плюс-минус 60 до нашей эры и 670 это нижняя планка найденных вещей, 670 лет плюс-минус 75 до нашей эры. Вот на вот этой территории 1100 лет назад, а я согласно вот этим данным утверждаю, что Сержан-Юртовскому городищу поселение 1110 лет в этом году, потому что книга выпущена плюс еще 2000 году. Как раз вам получается, что мы подходим к этим датам. Теперь посмотрим, как наши предки одевались. Еще раз к этому хочу вернуться. Обратите внимание, это костюм женщины. Реконструкция по могиле номер 90. Титова делала по эскизу автора. И нас будет сегодня интересовать вот это поясное украшение. Вот эти две бляшки и вообще вот это. Что это такое? Никто не может сегодня дать ответ, почему у женщины на поясе были вот эти украшения, скажем так. При всем богатстве украшений это какие-то вроде бы бессмысленные, скажем так, атрибуты. Сейчас мы позже вернемся к нему. Теперь посмотрим, как еще одевался мужчина. Мужчина одевался вот так. Это тоже из погребения 38-58 по этим могильным останкам сделано оружие. И тоже у него, смотрите, на поясе привески в виде круга и в середине крест. То есть топор, браслеты, булавка и копье. Насколько мы знаем, у нас были еще там всевозможное оружие. Мы сегодня делаем маленький акцент на вот этом рисунке. Вот эта булавка найдена в погребении 41 и 81. То есть вот это, скорее всего, 81. Вот эта большая булавка найдена в погребении 41. И что говорит вот это погребение 41?
обращает на себя внимание значительно более глубокая древность знакомого по античным источникам сюжета трех граций, как олицетворение женской прелести, блеска, радости и цвета, божественных дочерей неба и земли. Столь яркое и безукоризненно точно исполненное свидетельство наводит на мысль о заимствовании древними греками поэтического образа трех граций с Кавказа, так же, как и мифа о Прометее. Пожалуйста, друзья мои, более 3000 лет назад мы имели вот этот сюжет трех граций, и смотрите, что говорит Валентина Ивановна. Столь яркое, безукоризненно точное исполнение свидетельства наводит на мысль о заимствовании древними греками образа трех граций с Кавказа. То есть, получается, легенды и мифы Древней Греции основаны на наших кавказских, а конкретно часть, по крайней мере, имеет прямое отношение к селению Сержанюр. То есть 3000 лет назад еще этих легенд и мифов Древней Греции не было. Оно появилось примерно, грубо говоря, 500 лет позже. По крайней мере, греческие легенды и мифы изучены намного больше, и там датировка более точная. То есть 3000 лет назад древности там такой нет. Вот эти данные говорят о том, что легенды и мифы Древней Греции основаны на легендах и мифах чеченской, кабанской культуры, скажем так. Но, по крайней мере, прямое отношение имеет селению Сержанюр, согласно вот этой булаве. 3 грации. И это было у нас 3100 лет назад минимум. А легенды и мифы Древней Греции, то есть становление древней истории Греции, именно вот этих мифов, датируется примерно 2500 лет назад. То есть после того, как оно у нас было, только потом появилось в Древней Греции. Давайте рассмотрим дальше вот эту немаловажную вещь. Вот колесо. Колесо арбы, скажем. Это в виде ювелирного украшения, которое вешалось на шею. Давайте посмотрим. Это, заметьте, 3000 лет назад. То есть 3000 лет назад понятие круг и колесо чеченцам было знакомо. Сегодня нас интересует вот из этих раскопок те вещи, которые находились на поясе у мужчин и женщин. Как это выглядело? На поясе у них находился, вот здесь фрагмент этого украшения, и вот они. В данном случае, да, кстати, вот тоже оружие, это булава, по башке били, кроме всего прочего. Вот теперь, кстати, кинжалы, топоры. И вот обратите внимание, вы видите, вот круг, и он разделен на 4 дольки. Я утверждаю, что это символ года, символ календарный год, то есть окружность, и 4 дольки, как говорится, 4 времени года. Если еще, как обратите внимание, эта конструкция висела на поясе совместно с этим. Кстати, вот по вот этому фрагменту мужчина и, как говорится, восстановлен. Наконечник копья, стрелы, топор, конская сбруя. Как видите, опять, вот оно, погребение 41, и здесь найдена вот эта булава. А вот опять мы видим круг и крест внутри. Но слово «крест» ассоциируется сразу, вот головной убор, на основании которого реконструкция сделана женской одежды. Слово «крест» всегда ассоциируется с современным христианством, но на самом деле крест — это не крест, пересечение линии, скажем, то есть круг и его разделение. Давайте посмотрим, возможно ли было, вот на основании, вот здесь вам будет видно, и я здесь попробую сделать. Вот поясное украшение, вот эти 2, почему-то 2, и вот эти 7, это 7 вот этих украшений, это было на поясе. Друзья мои, ученые не могут дать не то что внятного ответа, вообще никакого ответа, что это такое, то есть применение или обозначение, или какой-нибудь сакральный смысл, что они несут. Вот этот круг, разделенный на 4 дольки. И особенно вот эти очень похожие на фрагмент ножниц, привески, которые таскали женщины. В основном женщины почему-то на поясе. Очень похоже на ножницы. И вот давайте попробуем разобраться. Моя точка зрения, что за круг и вот это 4 дольки. 7 вот этих украшений, это было на поясе. Давайте посмотрим. Понятие круг, колесо, древние чеченцы, что знали, теперь никакого сомнения нет. Круг символизировался годом. Любой год имел точку отсчета. За основу точку отсчета, это, скажем так, мы сегодня принимаем, это Новый год. Я не знаю, как трактовали древние, но год начинался. Если это год солнечный, а он однозначно солнечный, то начало цикла и завершение цикла. То есть он равнялся 365 дней. То, что это год и круговое движение шло слева направо, то есть по правилу правой руки, говорит о том, та свастика, которую мы сегодня находим на плитах погребения. То есть это вот такая свастика показывает направление движения, скажем так. Фактически это показывает направление движения. Я фотографии приложу.
И вот получается, что вот это украшение это год и разделенное на 4 времени года. Ну, возьмем за основу здесь зима, весна, лето и осень. Зима всегда противопоставлялась лету, весна противопоставлялась осени. И у каждого этого времени года всегда был свой пик по возрастающей. То есть, что зима, ходила эпогею, что весна, что лето, что осень. И в результате проведения этих линий мы получаем опять весьма интересный узор. Это пик зимы и так далее, весны, лета. И вот этот узор, я вам даю гарантию, что вы найдете на надгробных памятниках. Фотографии я приложу. Будет выглядеть это так. И некоторые узоры будут, как я говорил, здесь вариант свастики будет, то есть вот так. Это свастика показывает направление движения, это показывает времена года, и это показывает апогеи времен года. То есть, допустим, если это, скажем так, зима вот так, то это лето вот так. Люди, по крайней мере, понимали, то есть зима заканчивается, весна начинается, а зачем нужна была апогея, то есть высшая точка, скажем так, сезона, допустим, весны. Здесь где-то примерно начинался Новый год, сезон посева, потому что, опять же, в этой книге достоверно известно, что мы знали 2 сорта пшеницы, рожь и многие другие зерновые, то есть мы занимались земледелием, это еще раз доказывает то, что мы, народ Нохчо, был оседлый народ и не пришлый, и это было, если 3000 лет назад уже полностью шла обработка земли, то, естественно, это в один день не началось, и предыдущие... Мы как-нибудь сделаем ролик, где я вам попробую обосновать и доказать, что чеченцы, скажем так, как народ Нохчо, вели себя своеобразно, скажем так. Зиму проводили в горной местности, безопасной, в своих жилищах каменных, а лето проводили, скажем так, как и сегодня, на заработки выезжали на свои же земли, только равнины, и там следили за своим хозяйством, то есть возделывали поля, ухаживали за животными. Короче говоря, вот он, календарь. Говоря грубо, даже не грубо, а календарь – это чеченский календарь. Я думаю, что вы, мои подписчики, можете со мной поспорить, доказать обратное или подтвердить. Если мы знаем, что Нохчо владели понятиями круг, владели понятиями колесо, а колесо, как мы видим почему-то, обратите внимание, колесо указывается вот таким путем, то есть 6 спиц. Если делали колесо, то колесо однозначно было разного диаметра. Друзья мои, на этом ролик слишком длинный становится. Перенесу, как говорится, уже рассмотрение математической части в следующий ролик. И то, что сейчас вы видите на картине, вот эти 3, вот этот круг колеса, который я вам показывал изначально, сейчас опять вернусь к нему. И вот тот самый рисунок, где вот несколько подвесок или как сказать, кулоны в виде колеса. Допустим, тот, кто немножко хоть понимает математики, здесь видит, что вижу я. В следующем ролике мы рассмотрим число π. Я здесь вижу чистейшую математику. Вычисление длины окружности числа π. Это вообще сногсшибательная информация, по крайней мере для меня. Я вас ознакомлю в следующем ролике. С вами был Асламбек, канал журнала Клуб российских изобретателей. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующем ролике.